В социальном ролике рассказывают о парне, который примкнул к запрещенным организациям. Наглядный пример того, как успешный спортсмен, перспективный молодой человек с активной жизненной позицией оказался под влиянием сомнительных людей. В рамках тренинга «Терроризм. Глобальная угроза» организаторы показывают, как нарушаются права всех людей и как от этого зла страдают во всех уголках мира. К чему мы хотим прийти? Выявить отрицательные стороны терроризма, чтобы ребята знали, что такое терроризм, чтобы они это увидели, почувствовали боль других людей. Ребят знакомят с реальными историями людей, которые погибли, оказавшись в местах проведения террористических актов. Среди них газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года. Норд-Ост, захват заложников на Дубровке в Москве 23 октября 2002 года. Взрыв 10 бомб в электропоездах в Мадриде 11 марта 2004 года. Взрыв на Черкизовском рынке 1 августа 2006. Теракт Аль-Каиды в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Юнармейцы на тренинге отвечают на вопросы, какие права мирных людей были нарушены, кого считают террористы своим главным врагом. Активно выполняет задания наставников Ясмина Хамхоева. Девочка делится: о понятии терроризма слышала много, но этот тренинг более подробно показывает, насколько негативно сказываются последствия терактов на тысячах людей и учит, как правильно нужно действовать в таких ситуациях. Несомненно, у меня прям выступила дрожь, потому что я вижу, сколько невинных людей было убито во время терактов, сколько людей потеряли своих близких. Это, несомненно, очень страшная ситуация. Работники юнармии тренинг проводят совместно с сотрудниками МВД в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Главная цель – противодействие негативному влиянию этой идеологии и ненависти в молодежной среде. Нарастание национализма и ксенофобии сегодня едва ли не самая обсуждаемая тема в России, так как каждое новое убийство и нападение на почве расовой ненависти вызывает бурные эмоции в обществе и полемику между оппонентами во взглядах на эту проблему. В результате последних социологических исследований, проведенных в России, 75% россиян в той или иной мере беспокоит приток мигрантов, а более половины считают, что в их регионе следует ограничить въезд переселенцев. Более трети опрошенных заявили, что у них в городе возникали конфликты с приезжими другой национальности, а четверть и вовсе опасается столкновений на национальной почве. В ходе акции полицейские говорят о главных аспектах поведения людей во всем мире, как важно относиться с уважением к другим нациям, культурам и религиозным течениям. Сотрудники МВД информируют подростков об ответственности за совершение экстремистских преступлений и правонарушений. Подростковый возраст всегда был очень опасен тем, что ребята ищут себя. Они пробуют себя в различных сферах. И, к сожалению, нечистые на руку люди могут воспользоваться их доверчивостью, неопытностью и желанием познать себя. Поэтому очень важно постоянно, регулярно разговаривать с ребятами, акцентировать на этом внимание. Очень важно, чтобы сами ребята своим поведением показывали другим своим сверстникам, как правильно нужно делать выбор в этой жизни. Хоть ксенофобия, политический экстремизм и терроризм – понятия разные, но первое служит очень важным источником и дальнейшей предпосылкой как политэкстремизма, так и терроризма. Поэтому организаторы мероприятия приняли решение объединить тренинг на тему терроризма с лекцией о ксенофобии. В Малгобеке проживают представители разных национальностей и вероисповеданий. Некоторые из ребят поделились, как они борются с проявлением внутри себя ненависти к чужому. Например, я сижу против стула и со стулом разговариваю и высказываюсь ему и пытаюсь себя контролировать. Конечно, люди должны быть терпеливее друг к другу. Если человек, например, у тебя есть неприязнь к нему, ты должен немного потерпеть. Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» всероссийская и проводится во всех регионах с 17 по 26 ноября. Полицейские посещают все образовательные учреждения. В завершении мероприятия сотрудники порадовали ребят небольшими презентами. В преддверии Дня Конституции юнармейцам вручили брошюры с главным законом государства, ручки и блокноты. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.